что вспомнил. Так, итак, запись включена, и мы начинаем очередное заседание. Первый вопрос у нас – это обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования. И какие у нас изменения, новшества, сегодня нам расскажет Эльвира Михайловна Демина, методист Центра дополнительного образования села Выльгард. Эльвира Михайловна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно работать еще и с информатиками. По старой памяти я занимаюсь новыми, теперь уже обновленными стандартами. Вот. И все мы прекрасно понимаем, что речь идет сейчас об учебном, в первую очередь все-таки мы будем говорить об учебном предмете информатика, а не в целом о том, где, как, каким образом формируются информационно-коммуникационные навыки учащихся, в том числе начального общего образования и основного общего образования. На уровне начального общего образования я, может быть, даже меньше остановлюсь именно на этом уровне, поскольку предметная область заявлена, обновлена, она так и называется, математика, информатика, как и на уровне 5-9 классов, как и в старшей школе, но отдельного предмета она не предполагает на уровне 1-4 класса. И изучаются информационные технологии с учащимися начальных классов скорее во внеурочной деятельности или в рамках других учебных предметов. И речь все-таки идет именно о программе формирования универсальных учебных действий, нежели о рабочей программе учебного предмета. Поэтому более подробно я остановлюсь на тех изменениях, которые сегодня коснулись образовательного процесса и содержания учебного предмета именно в 5-9 классах. Как вы знаете, я надеюсь, опять же, что вы знаете, что 31-го... Стой, сейчас администрацию экрана включу. Нет, соседи. Все, спасибо. Как вы знаете, 31 мая 2021 года... секундочку. Да. Коллеги, откликнитесь в чате, пожалуйста, поставьте плюсик, если нас хорошо слышно и виден документ. Два плюсика в чате. Ну и заодно мы проверим, не уснули вы, кто или есть проснулись ли еще, кто есть живой. Два плюсика в чате. Ну, 2 человека есть живых. Значит, видят. Да, значит, продолжаем. И если что, у нас, по крайней мере, будет запись. С ней можно будет познакомиться на сайте КРИРО, в видеозале, как обычно. Спасибо, коллеги, за плюсики. Мы продолжаем. Итак, 31 мая этого года были утверждены новые государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования. Стандарты поменяли практически свой формат, то есть остались те же самые 3 группы требований к планируемым результатам, к условиям и к структуре образовательной программы, но стандарт, как вы видите, вот даже по объему он стал намного больше, потому что мы понимаем, да, что, как я проходила обсуждение, мы знаем, что уточнили, конкретизировали более подробно именно планируемые результаты, требования к планируемым результатам. То есть, по сути, вот сейчас общее я пропущу, да, по сути, требования к результатам, к предметным результатам, они действительно формулируются, вы видите, да, в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний, конкретных умений, на основе формулируются документов стратегического планирования, определяют минимум содержания, чего не было в предыдущих стандартах, а мы как раз настаивали на том, чтобы нам по аналогии с федеральным компонентом государственного стандарта 2004 года и 1998 года вернули все-таки четкое определение именно минимума содержания общего образования, который должен освоить ребенок. И вот, скажем так, глаз учителей, глаз народа был услышан разработчиками нашим Министерством просвещения Российской Федерации, и требования к предметным результатам очень хорошо в этом плане уточнили. Кроме этого, новинкой является, вы видите, красным цветом у меня выделено, на уровне основного общего образования выделены предметы,
который будет изучаться не только на базовом, но и на углубленном уровне. И предмет информатика входит в число этих замечательных, 5 этих замечательных предметов, наряду с математикой, физикой, химией и биологией. Сами предметные результаты мы откроем сегодня немножко по-другому, посмотрим, но в другой форме посмотрим. Что же касается еще, какие изменения еще коснулись и именно предмета информатика, что важно понимать. Рабочий, вот в отношении основной, скажем так, не сказала бы обязанности, но основной трудовой функции, которую осуществляет учитель, это, конечно, разработка рабочей программы учебного предмета. В новых стандартах, пункт 3.1.1 стандарта начального общего образования, 3.2.1 стандарта основного общего образования, определяется структура рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей, в том числе курсов внеурочной деятельности. То есть требования к ним стали едины, нет отдельных норм, как это было в предыдущем стандарте для рабочей программы курсов внеурочной деятельности. Но поменялась структура рабочей программы учебного предмета. Теперь мы ее, как и вот с изменениями 2015 года, должны формировать с учетом рабочей программы воспитания. И я надеюсь, что к 1 сентября 2021 года все школы, все учителя справились с этой задачей. Вопрос, как это было сделано, определялось самой образовательной организацией. Но вот эта позиция о том, что в новом стандарте ушла формулировка о том, что мы должны уточнять именно, учитывать, вернее, программу воспитания именно в тематическом плане. То есть теперь неважно, в каком именно, скажем так, школа сама определяет, в каком именно компоненте рабочей программы, в пояснительной записке, если вы ее оставляете, если она у вас есть, в содержании предмета, либо в тематическом плане, либо только в планируемых результатах вы прописываете, как вы достигаете личностные результаты освоения предмета. Теперь же в тематическом плане мы должны обязательно указать, вот при всем при том, что формулировка идет «возможно», да, по каждой теме «возможно», но обязательно должны указать, какие именно электронные образовательные ресурсы мы используем при преподавании своего учебного предмета. Ну, очевидно, что здесь нужно четко самим определиться в первую очередь с понятием именно электронных образовательных ресурсов, потому что это далеко не все учителя адекватно воспринимают, очень часто пишут презентация и так далее, да, вот электронная презентация, она, конечно, да, имеет место быть названа электронным образовательным ресурсом, но, как правило, мы понимаем, чтобы урок не превращался только в комментарий презентаций, и каждый урок практически, да, мы должны использовать и другие виды электронных образовательных ресурсов, в том числе цифровых, в том числе размещенных в информационно-коммуникационной сети интернет. Есть к этому требования в другом разделе стандарта, который называется, который определяет условия реализации основной образовательной программы. Это что касается рабочей программы учебного предмета. Резюмируя, мы опять вынуждены будем ее переделывать в течение этого учебного года, если ваша школа с 1 сентября 2021 года вводит стандарт не только в первых и в пятых классах, как это мы обязаны сделать, но и, как многие школы определяют, что удобнее не реализовывать два стандарта параллельно, да, а всей школой сразу с 1 по 8 класс переходить на реализацию нового стандарта. И, следовательно, рабочую программу, поскольку мы должны разработать не на класс, а на уровень образования, это определяется законодательством, законом об образовании, следовательно, удобнее разработать целиком эту программу и ее реализовывать на всех классах. И следовательно, то есть я хочу что сказать, что ваша школа должна принять это решение, должна была принять это уже решение в сентябре, в октябре этого года, этого учебного года, каким и образом, по какой схеме она будет переходить на реализацию образовательных программ. Опять же, в разных школах, поскольку школы самостоятельно разрабатывают учебные планы, мы знаем, что информатика где-то преподается с 5 класса, где-то со 2, с 3, 4 класса, как курс неурочной деятельности, как модуль какого-то учебного предмета, например, технологии. Но большинство все-таки школ нашей республики преподают информатику, начиная с 7 класса, 7, 8, 9 класс, по 1, либо по 2 часа в неделю, опять же, в зависимости
в зависимости от того, как разработан учебный план, какой объем учебной нагрузки вам выделен, сколько у вас классов. В зависимости от этого и разрабатывается, следовательно, новая рабочая программа, опять же, с учетом того, в каком именно классе с 1 сентября вы будете вводить новые федеральные государственные образовательные стандарты. Угу. Кроме этого, обращаю внимание, поскольку основная вот задача или, может быть, основная нагрузка на формирование КТ-компетентности учащихся ложится все-таки в первую очередь именно на учителей информатики, потому что ваш предмет должен способствовать, я обращаю внимание, что в программе формирования универсальных учебных действий учащихся также это требование, целевое назначение и планируемые результаты, соответственно, несколько изменились. Вот слева в колонке вы видите, это задача программ формирования в части формирования ИКТ-компетенций 2015 года, то есть предыдущего стандарта, и в правой колонке, не курсивом, выделены, красным цветом выделены изменения, которые в новом стандарте определяют назначение этой программы, которая коснется в первую очередь, еще раз хочу сказать, именно учителей информатики. Да? У нас построение информации поменялось на анализ информации, это может быть даже логичнее, и добавился новый планируемый результат, это формирование культуры пользования информационно-коммуникационных технологий, пользования, не использования. Угу. Вот. То есть вот эту задачу мы понимаем, достигать и планируемые результаты соответствующие достигать вместе с учащимся будут все учителя. Я хочу вас об этом предупредить, что в стандарте в каждом предмете определены и очень четко выделены не один, а несколько планируемых результатов, предметных планируемых результатов, которые определяют умение учащихся работать с информацией, с географической, исторической, математической, языковой информацией, на всех практически уроках, музыкальной информации и так далее, ее переработка, ее поиск, то есть все то, что мы делаем на уроках информатики, обучая, все то же самое должны делать все учителя на своих уроках. И мы понимаем, что вот эта вот ИКТ-компетентность, вот эти вот умение работать с информацией будут формировать не только учитель информатики на своих предметах, как это, может быть, складывалось впечатление у всех остальных учителей, да, но теперь это обязательное требование к предметным результатам всех остальных предметников, в каждом предмете, в том числе и физкультуры, что меня несколько смущает, честно говоря. Рабочая программа воспитания. Обратите внимание, да, то есть если мы говорим про формирование урока с точки зрения достижения всех трех групп результатов, построение таким образом урока, да, предметные, метапредметные, личностные результаты, то, следовательно, на уроке, понимаете, мы все эти три программы и реализуем. И рабочую программу учебного предмета, которая определяет в первую очередь предметное содержание и направлена в первую очередь на достижение предметных результатов, и программу формирования универсальных учебных действий, которая определяет содержание метапредметного образования в школе и определяет, кто, как, каким образом, при помощи чего способствует освоению детьми универсальных учебных действий. И, следовательно, программа воспитания, которая нацелена на достижение личностных результатов. Так вот, одним из них конкретизировано, не было это в предыдущем стандарте, формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе в информационной сфере. И опять же мы понимаем, что это в первую очередь ложится на предметное содержание именно уроков по информатике, потому что другие учителя, другие предметы, они вот самой информационной сферой, скажем так, да, именно как со сферой, которая окружает ребенка, они не работают, они работают с информацией в предметной среде, в предметном содержании. Пункты, вот перечисленные сейчас на экране, вот я их немножко, да, по ним пройдусь, и стандарта начального, и стандарта основного общего образования определяют требования к информационно-образовательной среде. Само понятие, структура и требования к информационно-образовательной среде, ее назначению не изменилось в требованиях стандарта с предыдущего поколения, с предыдущей версии. Но появилось новое, опять же, вы видите, новое понятие и новый пункт, это пункт 3.5.3, очень большое содержание, которое определяет структуру и требования к электронной информационно-образовательной среде образовательной организации школы. Вот пункт 3.7.1 я также определяю, да, он выделен отдельно, чего нету это в условиях. И он практически дублирует требования к информационно-методическим, в
том числе к информационно-образовательной среде, содержание соответствующего пункта, только он по нумерации немножко раньше, по-моему, 21/2, предыдущего стандарта. Вернее, 12/2, потому что условия были ниже. А в новом стандарте, в новых версиях появилось вот это вот понятие электронной информационно-образовательной среды организации. Речь идет о тех ресурсах, которые размещены в том числе в информационной сети интернет, которые размещены на сайте, хотя требования к сайту здесь не определяются, но сайт звучит, в том числе размещенный на сайте. И речь здесь, конечно, в первую очередь идет об электронных образовательных ресурсах. То есть мы понимаем, что требование положения, постановление правительства, опять же, измененное к сайту образовательной организации, говорит о том, что у нас список используемых электронных образовательных ресурсов должен быть размещен на сайте. Вот он и составляет в том числе эту электронную информационно-образовательную среду организации. Кроме этого, уточнены требования к ней, это ее индивидуализация. То есть каждый учащийся и родитель должен иметь индивидуализированный, защищенный доступ к ресурсам электронной информационно-образовательной среды организации. Очень много там требований перечислено, я не буду сейчас на этом останавливаться, я думаю, об этом нужно действительно отдельно разговаривать, и, может быть, не только и не столько с учителями информатики, сколько с теми заместителями директора, которые курируют создание и сопровождение информационно-образовательной среды организации в целом. То есть электронная информационно-образовательная среда выделяется не как часть, а параллельная информационно-образовательной среды в целом. То есть она не только конкретизирует, но она даже скорее расширяет вот те средства и ресурсы, которые входят в состав информационно-образовательной среды. То есть если там компьютер, условно говоря, то здесь электронные образовательные ресурсы. Вот, если коротко об этом, но не только это. Угу. Вот. Более подробно я хотела бы остановиться на требованиях к предметным результатам по учебному предмету именно информатика. И, как вы понимаете, у нас вот сейчас и многие школы, может быть, особенно наши лицеи, именно лицеи, которые дают, скажем так, углубленное содержание предметов информатика, физика, у нас несколько таких учебных заведений в республике, порадуются тому, что данный предмет вошел в этот состав углубленных предметов именно на уровне 5-9 класса. Да? То есть не только в 10-11 мы можем выделять, а там все-таки уже профильное обучение, а начиная с 5 класса мы можем вводить информатику на углубленном уровне освоения. Вот я вам представляю, вы видите деление таблицы, а первая колонка – это пункт 11.5, который определяет требования к результатам. И мы помним, проблемой было в 2012-2011 году, когда стандарт только вышел, состав планируемых результатов был смешанным и общим и для предмета математика, в котором выделялись алгебра, геометрия, статистика, вероятность и так далее, и для учебного предмета математика. То есть общий перечень был для всех предметов, для всех курсов математики, информатики, алгебры, геометрии и так далее. И вот это вот смешение, оно не позволяло, очень сложно было ориентироваться вообще на требования стандарта, то есть понятно, что практически он у нас оставался за бортом именно в вашей предметной области математика, информатика, потому что требования к предметным результатам не разделялись, как это, например, было в других каких-то предметах, да, отдельно по каждому предмету. Русский язык, отдельно литература, да, отдельно история, отдельно обществознание и так далее. В вашей предметной области эти результаты шли общим перечнем. В 2015 году их разделили, достаточно четко разделили по именно предметам. Отдельно для алгебры, отдельно для геометрии, отдельно по курсам, да, отдельно для статистики, отдельно были выделены планируемые результаты по решению реальных задач и отдельно несколько планируемых результатов касаются практически только предмета информатики. Но они, да, понимаем, также оставались все равно в общем перечне. И это действительно неудобно было использовать их эти требования для разработки и примерных программ, которые делают на уровне федерации, своих рабочих программ, для того, чтобы понять, я попадаю со своей рабочей программой в требования стандарта или все-таки не попадаю.
Но, тем не менее, 2015 год, я ориентируюсь именно на эту дату, потому что изменения в стандарт были внесены этим годом. И я попыталась, небольшой специалист, скажем так, в учебном предмете информатика, хотя это достаточно высоким уровнем ИКТ-компетентности, но я себе так считаю, я попыталась соотнести требования между базового и углубленного уровня, потому что они списком идут не в таблице, и требованием стандарта предыдущего уровня. Вы видите по объему, да, то есть объем достаточно, то есть если мы, вот, не буду, наверное, делать, у меня сначала было одинаковый вот объем, размер столбиков таблицы, было четко видно, что на углубленном уровне результатов больше, они сложнее, чем на базовом уровне, да, какие-то результаты, но тогда у меня таблица получалась, она достаточно большой. Так вот, уже сейчас, вот если вы соотносите, вы видите, да, изменения. Вот если здесь просто владение – это базовый уровень, да, то на углубленном уровне оно должно быть свободным. Умение пояснять и понимание различий, то есть на углубленном уровне, ну, мы сами понимаем, это содержание несколько другое, да, поэтому эти и результаты, они более сложные. Поэтому еще раз хочу сказать, что эти результаты вот углубленного содержания, вы на них посмотрите, но даже те лицеи, например, школы, которые дают информатику на предпрофильном уровне, да, в рамках предпрофиля, вот можно на эти результаты ориентироваться для разработки курса. Но потянут ли это содержание учитель, потянут ли это содержание учащиеся, вот здесь нужно в первую очередь задаться этим вопросом при разработке программы именно углубленного уровня. И как вы видите, требования стандарта к планируемым результатам 2015 года далеко не ко всем относятся результатам, которые выделены сейчас на уровне новым стандартом для этого уровня. Опять же, о чем это говорит? О том, что планируемый результат, требования к результатам, они действительно определяют минимум содержания. То есть мы это же самое содержание должны четко увидеть в авторских программах учебных предметов к учебникам, в примерных программах, которые разрабатываются на основе стандарта для этих авторов и для разработки учебников для авторов учебников и для вас, для учителей. Опять же, мы понимаем, что мы можем разрабатывать с учетом примерной программы, но в соответствии с требованиями стандарта свои рабочие программы. И вот эта позиция в соответствии, теперь она обеспечена очень подробными, достаточно хорошо сформулированными в деятельностной, в практикоориентированной форме, несмотря на, опять же, формулировки умения, мы старались от них уходить, потому что говорили о том, чему ребенок должен научиться, но это вот планируемый результат. Что мы в нем проверяем, что мы в нем формируем. Понятно, умение. Знаний уже нет, да, только деятельностная форма, только умение. Я листаю дальше, я надеюсь, вы успеваете наискосок пролистать, этот файл будет висеть, он будет размещен, у вас будет возможность непосредственно в каждой школе или, может быть, на муниципальном методическом объединении более подробно проанализировать и буквально выделить вот это вот приращение, вы видите его, да, которое различает программу базового уровня от программы углубленного уровня. Угу. Их достаточно много, планируемых результатов. Это вот мы только на 4-й странице сейчас находимся, то есть это еще 3 страницы. Я сейчас, честно говоря, не очень готова комментировать именно содержательную часть предмета. Да, я думаю, Вячеслав Алексеевич это сделает более профессионально. Вам кажется, что усложнилось содержание? Тоже не могу пока прокомментировать. Как надо посмотреть. Я могу сказать о тенденциях, вообще, в принципе, от изменения планируемых результатов по тем предметам, по которым мы уже работали на муниципальном уровне с учителями муниципальных образовательных организаций. То есть я выходила с учителями, вот мы поработали математики, русского языка и литературы, посмотрели мы биологию. Тенденция изменения какая? Есть планируемые результаты, которые, вот мы сравнивали, единственное, что мы сравнивали, планируемые результаты брали из примерной программы, которую мы сейчас реализуем, примерно основную образовательную программу, одобренную Федеральным учебно-методическим объединением, которая размещена в госреестре. И оттуда мы брали вот планируемые результаты и сравнивали вот с этими планируемыми результатами. Мы увидели, что есть планируемые результаты, которые более подробно прописаны.
Есть планируемые результаты, которые не прописаны подробно, обозначены, ну, условно говоря, как бы большая категория, нежели, да, то есть относительно стульев, например, как мебель. И понятно, что у учителя и у авторов учебника здесь есть возможность вот эту вот категорию расшифровать какими-то, ну, на свое усмотрение, какими-то другими дидактическими единицами, нежели теми, которые были в предыдущей примерной программе. Мы увидели, что есть абсолютно новая информация, которой не было. Это касается, например, предмета биологии, предмета русского языка. В математике, наоборот, какие-то упростились позиции, были упрощены. В литературе не изменилось практически ничего, кроме теории литературы. То есть список литературы остался тот же самый, выбор тот же самый практически учителей, но изменились позиции, усложнились в отношении теории литературы. Вот здесь точно так же я рекомендую учителям пройти по планированию. Первично, конечно, познакомиться нужно с требованиями стандарта, вот с этими планируемыми результатами, увидеть те изменения, которые либо упрощают, либо усложняют вашу жизнь. То есть, условно говоря, задаться, например, вопросом: а мои дети сейчас, которых я учу, они это осваивают, они это умеют? И причем, как практик с этой точки зрения, я понимаю, если я вижу какое-то знакомое слово, да, одно, например, слово, например, требования безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных технологий, освоение и соблюдение этих требований. То есть если вот как бы мы про требования вроде как бы все знаем, то мы не забываем самую главную позицию, которая определяет сам результат – освоение и соблюдение этих требований. И, следовательно, учитель должен не только научить, познакомить с этими требованиями, но научить их соблюдать, и, следовательно, еще и самое главное, проконтролировать и оценить, соблюдает ребенок или не соблюдает. Да? То есть если он соблюдает, значит, он освоил. То же самое, умение соблюдать сетевой этикет. Вот я, честно говоря, не припомню, чтобы в информатике, ну, может быть, вот только в учебниках последнего поколения была речь, шла речь о сетевом этикете, о базовых нормах информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах в сети интернет. И выбирать безопасные стратегии поведения в сети. Меня, вот, честно говоря, здесь даже смущает, вот как, может быть, психолога, безопасные стратегии поведения в сети. А я не знаю, какие вообще бывают стратегии поведения в сети, кроме тех, которыми, скажем так, мы владеем, да, обычными нормами этики, нормы права, общения, вернее, этики общения, которыми мы владеем в обычной жизни. То есть в сети это, значит, какие-то должны быть еще, наверное, существуют, да, и на уроках вы об этом говорите с детьми, какие существуют стратегии поведения именно в сети интернет. Вот. Умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, это было в информатике, в принципе, это очень хорошо, дети наши научились скажем так, этим пользоваться. Вы проходите программное обеспечение, которое обеспечивает, сравниваете эти программы, да, по защите информации и так далее. Вот. Подмена, утрата, разглашение данных, сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов ресурсов, опасность вредоносного кода и прочее. И вот мне кажется, не знаю, не могу сказать, насколько новым или не новым будут понятия, которые сейчас используются широко в обществе, в том числе в социальных сетях, это кибербуллинг и фишинг. Но вот то, что это теперь должно стать содержанием предмета именно информатики и именно 9 класса в примерной программе они изучаются, вот я надеюсь, вы это опять же проходите, вы это знаете, сами учите этому детей. Да? То есть этими понятиями сейчас очень широко очень популярны стали понятия вообще в обществе. И вот научить правильно их распознавать, пользоваться не только понятиями, но и средствами нейтрализации кибербуллинга, самому не участвовать, не попадать в эту сторону кибербуллинга. Это задача как раз в первую очередь становится именно учителей информатики. На чем еще хотела бы остановиться? На страничке ВКонтакте, кто у меня подписан, либо кто через знакомых переходит, попадает через новости, я уже рассказывала о портале «Единое содержание общего образования». Я рекомендую найти этот портал. Вы вот видите сейчас как бы его оформление. На основной из вкладок находится конструктор рабочих программ учебных предметов.
Вот для того, чтобы воспользоваться этим конструктором, нужно в первую очередь зарегистрироваться. Я сейчас вошла в свой аккаунт, да, и у меня есть возможность создать рабочую программу. Вот мы с вами выбираем учебный предмет информатика. Я просто покажу, как это в первую очередь с конструктором можно пользоваться, да. И вы видите, что программа предлагает шаблон, 3 шаблона, создание 3 шаблонов предмета для конкретного каждого класса. Это несколько расходится с тем пониманием, то есть это конструктор рабочей программы, скажем так, учителя не по классам, да, опять же, удобно в каком плане, в зависимости от того, в каком классе вы преподаете сейчас и какую программу вам надо разработать. Ну, а для того, чтобы разработать на уровень, нам нужно создать все 3 программы для каждого класса и их собрать в один документ чисто технически, скажем так, да, сделать определенную правку. При этом шаблон не выпадает из требований, в данном случае не выпадает из требований стандартов к новой структуре. Ну вот сейчас мы с вами попробуем сделать это для информатики 7 класса. Угу. Переходим в шаблон, и мы понимаем, да, что нам нужно, вот в данном случае можем убрать, наверное, Министерство просвещения Российской Федерации, потому что, как правило, в наших формах мы не используем верхний уровень управления. Министерство образования, науки и молодежной политики мы можем заменить на наименование нашего все-таки учредителя, да, поскольку это форма. Вот. Но в данном случае я зарегистрировалась как педагог Выльгарской средней общеобразовательной школы номер 1. Да? Если для выбора необходимо поле, мы можем согласованно либо утверждено здесь поменять в этом поле. То есть идентификационный номер идет, он личный. То есть оформление, я что хочу сказать, что оформление, оно несколько может не соответствовать тому, которое утверждено вашим локальным актом. Поэтому потом, когда вы будете сохранять, либо создавать скачивать этот файл, эту форму, обратите на это внимание. Да? То есть это рабочая программа, скажем так, вам для использования, но она будет не соответствовать тем требованиям, которые предъявляются в вашей школе, вашими локальными нормативными актами к структуре, оформлению рабочих программ учебных предметов. Опять же, есть ли пояснительная записка, нет пояснительной записки, вы можете ее оставить, если она по структуре локального вашего акта соотносится, или ее, соответственно, убрать. Но содержание учебного предмета, мы помним, оно у нас в новой программе и в новых требованиях, оно модульное, точно так же, как, вернее, идет по разделам, не модульное, в отличие от, например, той же программы по технологии, по литературе, по истории, там применен модульный подход. Здесь идут разделы: цифровая грамотность, теоретические основы информатики, информационные технологии и информационные технологии. Вот для 7 класса это 3 раздела. Каждый в свою очередь, который делится на определенные темы. Содержание учебного предмета для 7 класса выделено. Планируемые результаты выделены, и они будут отличаться по формулировкам от 8-9 класса, я проходила это, смотрела. Выделены метапредметные результаты. Что еще хочу сказать, что здесь размещена только возможность для создания базовых, пока только базового уровня программ. Здесь нет программ для углубленного уровня пока, да, то есть для конструктора. И примерная программа, поскольку у нас примерная программа, то есть вот этот конструктор опирается вот на этот документ, а это действительно уже документ, примерная рабочая программа основного общего образования информатика, базовый уровень для 7-9 классов, она одобрена решением буквально вот недавно, 27 сентября, решение Федерального учебно-методического объединения. Вот. И эта программа, вот она точно так же определяет, 7, 8, 9 класс, она определяет место, объем учебного предмета по 1 часу в каждом классе, предметные результаты, личностные метапредметные результаты и тематическое планирование курса информатики. Вот, если вы посмотрите, вы видите, да, здесь 52 страницы, документ не сказал, что очень объемный, достаточно подробное планирование представлено, что не очень удобно здесь смотреть в интернете, да. Мы можем его повернуть, да, попробовать. Вот так. Вот. По объему часов. И мы видим, если вот на раздел, например, да, здесь 11 часов, то практически дальше будут представлены темы в меньшем объеме, либо в большем объеме часов, которые надо учителю самостоятельно, в зависимости от уровня подготовки, в зависимости от используемого учебно-методического обеспечения, то есть учебников, разбить, например, эти 9 часов на уже в календарно-тематическом плане на каждый урок. Соответственно, разбить содержание, выделив темы, разбить и содержание.
То есть вот, но основная работа здесь уже сделано. Единственный момент, примерные программы, вы видите, да, они собраны, поскольку разрабатывались примерные программы до утверждения новых образовательных стандартов, они определяют по-прежнему основные виды деятельности учащихся на уровне учебных действий, а не электронные образовательные ресурсы, которые вы используете. Вот здесь вопрос задача для разработчиков, для замов директоров и директоров, которые будут разрабатывать и перерабатывать свои локальные нормативные акты, которые определяют содержание и структуру рабочей программы учебного предмета. Либо вы оставите основные виды учебной деятельности, либо вы вместо них, поскольку они ушли у нас из требований стандарта к структуре рабочей программы, поставите электронные образовательные ресурсы. И сюда, в эту колонку, учителя будут вписывать те ресурсы, которые вы используете. Учи.ру, Российскую электронную школу, ваши презентации, электронные формы учебников и так далее. Те ресурсы, которые вы используете для освоения, причем возможно по каждой теме, либо в целом по разделу. Опять же, вот эта позиция отдается на решение, отдается на откуп по решению самой школы. Сама школа это определяет. Но вот в примерной программе мы понимаем, почему в примерной программе не выделены эти вещи, потому что, опять же, не могут на уровне федерации определить для каждого учителя список тех электронных образовательных ресурсов, которые он может использовать. Это, согласно законодательству, это задача самого учителя, его право выбирать те учебно-методические ресурсы, которые он хочет использовать при разработке, при реализации своей образовательной программы, рабочей программы. Угу. Учтены возможности использования, вот видите, да, это последняя, буквально последняя страница и примечание. Учтены возможности использования электронных образовательных ресурсов, являющихся учебными материалами, мультимедийные программы, электронные учебные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции ЦОР, используют для обучения и воспитания различных групп пользователей в виде реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. То есть мы понимаем, что это должен быть защищенный контент, это должен быть официальный какой-то источник, верифицирован, да, и соответствовать тому, что мы преподаем. То есть это далеко не все свободные, размещенные в интернете образовательные ресурсы, презентации, учебные пособия и так далее. Вот. То есть я что хочу сказать, да, что вот личностные метапредметные результаты в каждом, вот я вернулась к конструктору рабочей программы, они отличаются в зависимости от класса. Угу. Предметные результаты выделены только, понятно, для 7 класса. И, собственно, тематическое планирование, мне, конечно, вот как, скажем так, опять же, как методисту, не очень нравится дотошность вот этого вот тематического планирования, то есть оно больше поурочное, чем то тематическое планирование, которое мы разрабатываем в рабочей программе. Вот именно поэтому я и сказала, что вот этот конструктор позволяет сформировать свою рабочую программу именно как программу учителя, не рабочую программу предмета, а именно рабочую программу учителя, с которой мы идем, собственно, на урок, да, скажем так. Потому что тематический план, который мы вставляем в рабочую программу предмета, он имеет меньшую форму, да, то есть там практически есть, да, номер по порядку, наименование раздела тем, количество часов всего, можно не выделять практические контрольные работы, опять же, школа решает это сама. И последняя колонка обязательно должна быть электронные образовательные ресурсы. Вот. Дата изучения, виды деятельности, контролируемые элементы содержания, проверяемые виды формы контроля. Эти позиции относятся к календарно-тематическому планированию. Они должны быть отражены именно в КТП, которые мы вносим в государственную информационную систему электронный журнал. Вот. А для рабочей программы, скажем так, именно для тематического раздела тематического планирования такого требования, вот обязательно такой детализации ее нету. Вот. Здесь мы можем загрузить, да, ввести какие-то свои данные, вот, контролируемые элементы ввести данные, скопировать, вставить, например, из вашего текстового документа, либо наверху скопировать сюда, вставить, что именно мы контролируем и так далее. И после того, как мы все это указываем, соответственно, да, мы понимаем, что мы работаем, мы можем ее сохранить, можем распечатать. Вот общее количество часов, сколько всего у нас получилось, да, то есть машина считает. И кроме этого, структура программы, вот этой рабочей программы учителя, она включает, видите, еще другие разделы, которые не являются обязательными по требованиям стандарта. Это учебно-методическое обеспечение,
Это требование было у нас до изменения стандарта даже 2015 года. И материально-техническое обеспечение. Но, опять же, я понимаю, что если мы из рабочей программы эти разделы уберем, то разработчики основной образовательной программы, а как правило это заместители директоров и ваши руководители методобъединения, они могут столкнуться с ситуацией, если они не владеют информацией, то чем вы используетесь конкретно, да, для каждого класса или вообще именно вы, скажем так, вот именно как учитель информатики, правильно, грамотно отразить все это, чтобы не перерывать кучу нашей документации, где находятся все эти списки оборудования, да, они должны этот состав отразить именно в основной образовательной программе. Мы туда, в большую программу школьную на уровень образования, вносим список литературы и список материально-технического обеспечения образовательного процесса. Поэтому в рекомендациях в Республике Коми уходили именно такие рекомендации, что давайте в рабочей программе мы оставим это и не будем отражать, то есть в каждой программе будет именно свой блок, чтобы не загружать основную образовательную программу, чтобы была возможность поменять, если мы вносим какие-то изменения, новые учебники, новое оборудование пришло, нам проще внести изменения только в рабочую программу, при этом не меняя практически весь комплект документов и текст основной образовательной программы, поскольку рабочие программы вот со всем этим содержанием являются к ней приложением. То есть меняется только приложение, но не вся программа. Угу. Вот. Коллеги, если у вас есть тут какие-то вопросы именно по конструктору, то есть мы можем, да, как вы видите, потом сохранить, либо создать PDF-файл, да, для того, чтобы и перейти к следующему формированию следующего документа, следующей программы. Угу. Если у вас есть какие-то вопросы, вы, в принципе, можете здесь задать в чате, мы постараемся на них ответить. Сохраняется в личном кабинете, да? Да. Да, вот видите, вот я нажала «Сохранить», черновик в личном кабинете у меня создан, да, я могу продолжить редактирование, могу удалить черновик, либо, вот здесь, конечно, мне, да, не очень это самое нравится, в каком плане, что я могу его сохранить не в Word, а только в PDF-формате. Вот, в PDF-формате. Но если мы говорим про создание, опять же, своего электронного портфолио, да, то, в принципе, для проверки этой рабочей программы вот достаточно, может быть, пройти, именно дать ссылку на свой какой-то выход в кабинет и так далее. Да. Что есть еще на этом портале? Собственно, сами методические видеоуроки, да, есть, ну, именно методические, то есть для учителей. В этот раздел можно перейти из раздела «Учебные предметы» конкретно по каждому предмету. Например, если мы заходим в информатику, вот отсюда мы можем опять же выйти на «Создать рабочую программу», в конструктор перейти, можем скачать свою примерную рабочую программу, вот мы ее смотрели, открывали, да, либо посмотреть другие методические материалы, которые размещены для конкретного предмета, чтобы не искать их вот здесь на вкладке «Методические видеоуроки». То есть там все. Ну вот для информатики, как вы увидели, да, размещено пособие «Информатизация школьного литературного образования». Именно информатизация. Если к вам учитель литературы обратиться, вы должны понимать, с чем вы столкнетесь, да, что ему нужна будет какая-то помощь. И размещен видеоролик, я рекомендую его посмотреть. Он небольшой, 17 минут всего занимает, обновление в ГОС и именно по информатике. Вот уже понятно, да, про угрозы, про современные вызовы, которые касаются сферы, да, информатизации, информационной сферы нашей страны, в том числе образовательной, информационно-образовательной среды. И в первую очередь, конечно, это касается, это информация для учителей информатики в первую очередь. Угу. Вот. И еще есть один материал, который здесь размещен. Я, по-моему, нашла в методических видеоуроках, это пособие «Эффективные методы обучения в информационно-образовательной среде». Методическое пособие, вы как понимаете, в первую очередь в первую очередь для учителей математики, но не только для учителей математики. Я рекомендую разместить его на сайте, вернее, на вкладке «Методическая помощь для учителей». 2021 год. Как изменяется процесс обучения в условиях усиления влияния цифровых технологий, видите, да, описаны, перечислены достаточно подробно методы обучения, которые предполагают
смешанное обучение, перевернутый класс, проектное обучение, обучение на основе дискуссии с использованием цифровых образовательных технологий. Вот. И это тоже пособие, которое рекомендую для знакомства, для прочтения. Угу. Вот. Ну вот если очень коротко, то я, наверное, буду завершать. Спасибо, Эльвира Михайловна. Если ко мне вопросы, по примерной программе, да, мы прошлись, она у вас будет в папке документов, вот это вот пособие будет в папке документов. Еще раз напоминаю, единое содержание общего образования, рекомендую, здесь нужно зарегистрироваться через личный кабинет, можно пользоваться конструктором рабочих программ. В принципе, все подсказки здесь открыты, очень хороший, скажем так, ресурс для тех, кто хочет быстро. Спасибо, Эльвира Михайловна. Коллеги, если есть вопросы, можно в чате задать. Если нет вопросов, значит, мы будем двигаться дальше. Вот как раз Эльвира Михайловна открыла сайт komi.edu.ru, и это раздел, чуть-чуть вверх, Эльвира Михайловна, промотайте, это раздел как раз, он находится в разделах педагогам, Республиканское методическое объединение педагогов, и в правом столбце можно найти информатику, и это как раз наш раздел. И если выйти из этого раздела, может быть, из присутствующих еще не все зарегистрировались в РМО, учителей информатики, вот на главной странице республиканских метод объединения есть кнопочка «Регистрация в РМО». То есть не все учителя еще у нас входят в РМО, и в частности не все учителя информатики. Я о некоторых знаю, кто не зарегистрирован, поэтому рекомендуем вот зарегистрироваться. Коллеги, следующий наш блок будет посвящен опыту работы, опыту применения информационных технологий на уроках. Но вот, к сожалению, не нашлось у нас учителей информатики смелых, которые бы поделились опытом. Но я думаю, на следующих методобъединениях такие люди у нас найдутся. Следующее методическое объединение учителей информатики у нас будет в январе. И сегодня у нас выступает Жендаева Татьяна Дмитриевна, учитель математики школы номер 31 города Сыктывкара, по теме применения ИКТ-технологий на уроках математики. Татьяна Дмитриевна, как вы нас слышите? Можете включаться. Сейчас мы выключим демонстрацию экрана. Угу. Так. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я могу поделиться своим экраном, да? Так, мы вас видим. Угу. Так, вы мне подскажите, пожалуйста, как мне поделиться своей презентацией? Здесь фонить начинает. Так, мне микрофон-то надо выключить. Да. Вячеслав Алексеевич, подскажите, пожалуйста, как подключить свою презентацию, чтобы она вам была видна? Я боюсь, сейчас у меня микрофон будет фонить. Так ты выключи микрофон. Внизу. Вот внизу. Вот здесь. Ниже. Да. Нет, это не с этого компьютера. Вернее, с этого вот получается компьютера. А все, ваша демонстрация видна. Можете вот включать сейчас... презентацию. Ага, значит. То есть ваш стол рабочий мы видим. Все. Сейчас видно моя презентация? Нет, пока. Не видно.
Все, звук же есть. Так, Татьяна Дмитриевна. Вот здесь. Да, слушаю. Мгм. Понятно. Мгм. Татьяна Дмитриевна, Да. ну давайте вашу презентацию. Ну так вот я нажимаю поделиться, рабочий стол, окно, Так. открываю Все, и презентацию. переходите в презентацию. Вот сейчас перешла, ее видно? Нет, виден ваш рабочий стол. Вот оно. Ну вот я здесь открыла свою презентацию. Ну, на этом. с рабочего стола. Вот, переходи Да. на Это презентацию, я. открывайте. Открыта она у меня, открыта. Что-то странное сейчас. Вот так, если сделаю. Вот. Не, я выключил камеру. Это не наша камера. Мгм. Непонятно, Сейчас тоже видно. непонятно, чей рабочий стол демонстрируется. Или что это у нас такое повисло. Сейчас. Нажимаю вот поделиться. Рабочий стол. По-моему, это наш рабочий стол. Ага. Вот сейчас я поделилась своим рабочим столом опять. Все равно не видно. Нам в настройках не нужно ее что-то сделать. Там, может, доступ нужно предоставить, как в Что конференции? говорю? Да нет, у вас же... Вы кнопочку стрелочка вверх нажимаете? Да, конечно. Нажимаю дальше. Поделиться экраном. Это Ее? От нее. Мы сейчас свой Найдем включим, как потом гость. снова включим. Давайте еще раз. Надо выбрать окно. Так, вот наш рабочий стол. Да. Да. Все, давайте сейчас вы попробуйте еще раз. Так, нажимаю стрелочку вверх. Дальше рабочий стол или окно. Да. Здесь есть вкладка «Весь экран» или «Окно». Весь экран. Весь экран Весь берите. экран. Нажимаю «Поделиться». Угу. Так, сейчас. Мы проработали. Все еще зависло здесь. В Zoom все так хорошо получается, а здесь... Ну, а Zoom ничем от Teams не отличается. Все то же самое. Вы видели, мы свой экран демонстрировали, все работало. И у вас должно все работать. Ну, как раз потренируемся. Спасибо. Так, еще у нас один выступающий, тогда Анастасия Валерьевна, может, вы попробуете подключиться, пока с Татьяной Дмитриевной, может, отложим. Вы давайте последний раз попробуем поделиться. Давайте, хорошо, последний раз. Вот. Я нажимаю «Поделиться». Сейчас видно мой экран? Видно. Все, А все, и презентацию презентация видно? видна. Всё. Запускайте презентацию, но вы не будете видеть, скорее всего... или так показывайте. В Teams лучше загружать в Teams презентацию, чтобы видеть, например, чат. Хорошо. Ну, в чате у нас особо никто не пишет. Ага. Можете презентацию открыть на весь экран. Если что, мы вам подскажем, если что-то не так будет работать. Ну вот сейчас Всё. я ее открыла, она видна? F5 нажимайте, F5, и можете рассказывать. Ага, все, Ну, теперь все видно, или... Да? Да, все видно. да? Спасибо вам. Все нормально. Единственное, кнопочку нажмите «Скрыть», вот которая у вас Ага, внизу. Да, скрыть. Вот все нормально. Отлично, мы вас слушаем. Угу. Коллеги, в чате можно плюсик поставить, видно ли вам и слышно ли вам. В чате плюсик поставьте. Угу. Все, можно начинать, да? Да, все отлично, мы слышим и видим, и коллеги тоже все слышат и видят. Спасибо. Применение ИКТ-технологий на уроках математики. Актуальность – это современное общество неразрывно связано с процессом информатизации, происходит повсеместное внедрение компьютерных технологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса информатизации общества – это информатизация образования.
то есть внедрение новых информационных технологий в систему образования. Главная задача образования в современных условиях – это формирование учащихся умений и навыков самостоятельного приобретения знания, поиска, отбора нужной информации, ее анализа, представления и передачи, что являются составляющими частями информационной компетентности. На своих уроках математики, как и все, наверное, преподаватели, уже давно пользуются различными средствами ИКТ. Ни один урок не обходится без презентации PowerPoint, которая содержит довольно краткую информацию про повторение прошлой темы, изучение новой темы, и последний блок – это домашние задания для учащихся. Также в своей работе максимально мы используем различные онлайн-сервисы, которые позволяют проверить освоение материала учащимися. О них я расскажу немножко дальше. Также на уроках математики для выполнения заданий учащимися используются следующие сайты-тренажеры. Также они дома по этим сайтам занимаются. Все знают этот сайт. Это Решу.ОГЭ, ЕГЭ. Там же есть и ВПР по различным предметам. И есть еще вот у меня тут ссылочка ВПР-класс. Это банк заданий для подготовки к ВПР по всем предметам. Также на уроках математики использую документ-камеру, которая позволяет демонстрировать материал с учебника, листа, тетрадей. Чтобы не печатать весь материал на каждого ученика, документ-камера выводит на экран проектора материал. При помощи так называемой шторки можно скрыть ненужные в данный момент задания, либо вывести на монитор только правильные ответы, чтобы дети смогли оценить себя сами. Документ-камера позволяет показывать мелкие детали, демонстрируя всему классу. Например, если у нас есть только один макет куба, то с помощью данной камеры на экране проектора его может рассмотреть весь класс. Один из популярных сервисов – это вот Learning Apps. Там есть очень много заданий по разным предметам, там регистрация, он на русском языке. Нажимаем все упражнения, там выходит ссылочка, и там много разных предметов, по классам можно определить, можно создать свое упражнение. Вот здесь я старалась выложить задание, я вам потом могу куда-нибудь эту презентацию скинуть, чтобы все посмотрели. Если вот сейчас пройду, боюсь, чтобы меня потом не выбило куда-нибудь не туда, поэтому пока оставлю. Дальше есть сервис готовых тестов по математике, uztest.ru, ссылочку тоже прикрепила. Вот, например, один из выборов теста – это 8 класс, теорема Пифагора. Здесь можно какие-то задания добавить, какие-то убрать, если они вам не нравятся, заменить. Далее нажимаем «Генерировать», генерируется тест, можно отправить ссылку детям на прохождение этого теста, а можно распечатать и раздать в классе. Ну, обычно у меня дети выполняют это дома в интернете. Дальше есть сайт потехичас.ру. Это бесплатный банк логических задач с ответами для желающих прокачать свои логические способности. На этом сайте мы с детьми готовимся к олимпиадам. Сначала мы решаем задачу сами, а потом дети приходят домой, если им интересны еще какие-то другие задачи, вот они открывают, если не могут решить, там есть ответ к задаче, где все подробно расписано. Следующее – это не сайт, а приложение. Пятиклассники у меня в прошлом году скачивали приложение QuickBrain. Оно идет и на Android, и на платформу iOS. Это приложение, которое с помощью арифметических игр натренирует внимание и навык быстрого счета. Детям очень нравилось в него играть, так они быстрее могут складывать числа там 13 плюс 27, когда у некоторых с этим большая проблема. Дальше сервис Kahoot, но о нем, наверное, многие знают. Это позволяет проводить интерактивные викторины в классе. Все, что нужно иметь детям, это мобильный телефон, который есть у каждого ученика в классе. Здесь я приложила пошаговую инструкцию для начинающих. Здесь создается викторина, детям генерируется код, отправляется. Дети заходят, подписывают, как их можно называть. И когда на экране выводится вопрос, дети отвечают, и учителю видно, кто ответил правильно, кто ответил неправильно. Также есть такой же подобный сервис Quizzes. Он построен по тому же принципу, что и Kahoot. Учитель создает опрос, ученики отвечают на него на своих устройствах, но здесь ученики не могут видеть ответы друг друга.
Они работают с приложением индивидуально. Общую статистику видит только учитель. Также здесь приложена пошаговая инструкция, как зарегистрироваться, как создать текст. Дальше есть сервис Triventi. Главное отличие этого сервиса от предыдущих. Здесь школьники могут создавать вопросы сами. В течение урока учитель предлагает каждому ученику или группе учеников придумать вопрос по изучаемой теме, а в конце урока весь класс отвечает на вопросы, которые они придумали сами. Школьники всегда могут взять подсказки, убрать 2 неправильных ответа или посмотреть, как ответило большинство одноклассников. Также использую... Очень нравится детям это Plinkers. Если идея со смартфонами учеников вам не нравится, есть альтернативный сервис для опросов, в котором телефон будет только у учителя. Регистрируемся вот в этом Plinkers, придумываем опрос, можно с вариантами ответов или в формате правда-ложь. Скачиваете себе приложение на телефон. На сайте нужно распечатать набор индивидуальных QR-кодов для учеников, которые будут использовать для ответа. Далее учитель задает вопрос, ученики должны поднять тот QR-код, который соответствует ответу. И с помощью приложения учитель сканирует их ответы. Вся статистика собирается в сервисе, и вы сразу можете видеть, кто и как ответил правильно на поставленный вопрос. Далее есть сервис для видеомонтажа Edpuzzle. Предназначен для создания видеофрагментов, которые позволяют редактировать видео, добавлять голосовые заметки или выполнять озвучку этого видео, добавлять вопросы с выбором ответа или добавлять комментарии к различным моментам видео. Данный ресурс можно использовать во всех предметных областях. Здесь предоставлен мой разработанный видеофрагмент по теме дроби. Я учусь в магистратуре на 2-м курсе уже по информационным технологиям. И вот у нас было задание как раз разработать на этом сайте видеофрагмент по своему преподаваемому предмету. Вот поэтому можно посмотреть, как это работает, как это происходит. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, можно задать в чате. Спасибо большое, Татьяна Дмитриевна. Татьяна Дмитриевна, у нас будет семинар, онлайн-семинар в январе, правда, для профобразования мы планируем там типа фестиваля такого небольшого сделать. Может быть, вы выступите конкретно по какому-то из этих перечисленных ресурсов? Ага, прям рассказать, Ну, мастер-класс. как работать, да? Хорошо, без проблем. У нас там есть уже несколько выступающих, ну и вот мы вас тоже возьмем на этот семинар. Хорошо? Это Да. где-то будет в конце января. Хорошо. Потом мы с вами созвонимся и уже уточним конкретно даты. Хорошо. Спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо большое. Выключайте демонстрацию рабочего стола, чтобы мог подключиться у нас следующий выступающий, а это будет Артемьева Анастасия Валерьевна, учитель математики школы номер 12 города Сыктывкара. Информационные технологии в дистанционном учении на уроках математики. Татьяна Дмитриевна, нажмите там, где демонстрация рабочего стола, Ага, спасибо. Да. Отключила. Хорошо, спасибо. Все, мы видим следующую демонстрацию. Ага, презентацию видно, да? Да, видно презентацию. Можете себя еще показать, чтобы было я красивее. На записи, чтобы было красивее. Можете видео включить. Я включила. Видео меня не видно? Видео пока не видно. Нет. Вы появлялись, но почему-то пропали. Чтобы транслировать свое видео, завершите демонстрацию экрана, написано. Ясно, понятно. Ну ладно, давайте тогда лучше смотреть демонстрацию, а в конце, когда вы закроете демонстрацию, можно будет включить камеру. Хорошо, все, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Артемьева Анастасия Валерьевна. Я учитель математики в школе номер 12. Представляю вашему вниманию обобщение своего опыта работы на тему информационные технологии в дистанционном обучении на уроках математики. Наше общество с каждым годом становится все более информационным. Сейчас уже мало кто может представить жизнь без средств
информационных технологий. Они плотно вошли в нашу обыденность, и в том числе не осталось в стороне сферы образования. Информационно-коммуникационная технология обучения – это прежде всего педагогическая технология, направленная на повышение результативности обучения при условиях использования информационного продукта педагогического назначения в учебно-воспитательном процессе. Информатизация образования – это процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях информационного общества. И приняв в себя информатизацию, сфера образования стала новым стимулом для развития новых информационных технологий. Проблема дистанционного обучения заставила искать новые подходы и решения в образовании и ИКТ в целом. Современный рынок труда требует от всех участников владения навыками использования ИКТ, информационной и коммуникационной культуры. В условиях стремительной смены информационных потоков и технологий необходимо уметь быстро и эффективно адаптироваться. В сложившихся кризисных условиях сфера образования не без проблем, но приручает компьютеры и интернет, оказавшихся наиболее эффективными инструментами обучения в условиях пандемии. В связи с этим развиваются новые формы и методы обучения. И в определенном смысле это неплохо, потому что именно информационно-коммуникационных технологий позволяют реализовать принцип образования через всю жизнь и сформировать навыки самостоятельной работы учащихся. Использование компьютера или гаджетов позволяет быстро и надежно получить и обработать информацию, иметь доступ к океану информации в сети интернет, дифференцировать учебную деятельность учеников в зависимости от уровня подготовки и познавательных интересов, овладеть минимум знаний, требуемым ФГОС, помогает обучать навыкам самостоятельной работы с учебной, научно-популярной литературой и справочным материалом. В рамках различных федеральных программ, нацеленных на развитие российского образования, был разработан большой массив цифровых образовательных ресурсов по всем школьным дисциплинам, в том числе и по математике. Я предлагаю вашему вниманию некоторые средства, которые использую именно я в дистанционном обучении. Ну и напомню, что электронное обучение предполагает работу с информацией, которая содержится в базах данных, и использование информационных технологий для ее обработки и передачи между учителями и учениками. Первое, что я хочу рассмотреть, организацию образовательной деятельности с применением электронного обучения осуществляю с помощью следующих платформ. Конечно же, первая – это крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа Учи.ру, которая полностью соответствует ФГОС и позволяющая индивидуализировать образовательный процесс в школах. Дома ученики могут заниматься в любое удобное для себя время, и учитель видит результаты каждого ученика в своем личном кабинете на сайте. Задания от учителя формируются учителем из общей базы карточек и упражнений, которые соответствуют УМК. Задания можно формировать для всего класса и индивидуально для каждого ученика. При формировании задания учитель указывает срок, отведенный на выполнение карточек. Вот, например, новое задание из упражнений для 7 класса, я вот пример привела, создала. Здесь указывается срок выполнения, можно выбрать количество попыток, 1, 2 или 3. Время можно выставить или не ограничить их выполнение задания. И показывать ошибки, то есть отметьте, когда ученик сможет увидеть свои ошибки. Также после первой попытки, после второй или когда израсходованы все попытки, например. После завершения задания учитель имеет возможность видеть, какие задания были выполнены без ошибок, а для каких потребовалось 2 и более попыток. Вот, например, задание. Здесь рекомендуемая оценка. Платформа рекомендует, какую оценку поставить ученику. Здесь количество баллов. И здесь мы видим, тут выделено цветом, штриховкой, с какой попытки было решено задание верно, на сколько процентов было решено задание ученика и так далее. Проверочные работы также задаю детям. Они формируются из банка готовых заданий. В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания. Тем самым решается проблема списывания. Учитель через личный кабинет может в любое время узнать, сколько заданий на данный момент выполнили ученики, сколько времени было затрачено на выполнение. Вот, кстати, видно вот здесь время, да, сколько кто по времени выполнял данную работу.
Какие задания и темы вызвали наибольшие затруднения? Это позволяет учителю увидеть пробелы в знаниях учащихся и вовремя устранить их. Так, также, смотрите, платформа предлагает работу над ошибками, то есть дети после выполнения проверочной работы, то есть увидев свою отметку, если она кажется им плохая какая-то, да, то они могут, то я могу задать еще работу над ошибками определенным детям, если они этого захотят, например. Дальше. Далее, интерактивная рабочая тетрадь. Это проект онлайн-школы SkySmart, направленный на помощь учителям в организации дистанционного обучения. Учителя могут быстро отправить своим ученикам задания в виде ссылки в привычных мессенджерах, например, в чаты ВКонтакте, WhatsApp и так далее. Автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор. Результат активности учеников виден моментально, доступен также с любого устройства, компьютера, планшета, телефона. Сервис содержит достаточно большое количество заданий или заданий по различным предметам. Это не банальные тесты, здесь представлен довольно большой выбор заданий в разных формах, в том числе и с возможностью представления развернутого ответа. Здесь платформа также... Мы видим, сколько учеников начали делать, сколько закончили, средний балл мы видим, даже как считаются баллы можно посмотреть. Каждую работу отдельно тоже можно посмотреть. Также платформа рекомендует оценку и количество баллов. Этот сервис, единственный из подобных, представляет возможность работы с математическими формулами, поэтому учащиеся могут вводить их в программе, заполняя пропуски или давая ответы заданий. Такие формулы проверяются автоматически. Для учителей математики это большой плюс, я считаю, так как во всех остальных приложениях подобные возможности ограничены и приходится проверять задания вручную. Из сложности следует отметить, что ввод формул ученики осваивают не сразу, несмотря на то, что редактор формул привычный, но обычно ученики не имеют опыта набора формул и необходимо им объяснить принцип работы с ним. Система отслеживает, использовал ли ученик систему копирования вставки при выполнении заданий. Это тоже плюс. Учитывает IP и выполнение с одного адреса. В некоторых заданиях система генерирует индивидуальные варианты. Таким образом, платформа представляет, я считаю, неплохой инструмент для освоения изученного материала. Третье – это Google формы, простой и эффективный инструмент, который всегда под рукой у любого владельца Google аккаунта. В сервисе Google формы есть возможность создавать вопросы различных категорий с выбором одного или нескольких вариантов ответов, с написанием краткого или развернутого ответа, с установлением соответствия и множественным выбором. Для заполнения формы можно использовать любой браузер. Ответ автоматически отправляется учащимся, сразу же фиксируется в Google диске в аккаунте создателя данной формы. Далее формируется общая таблица Excel с ответами всех участников. При создании тестовых форм, так же как и в специальных программах электронных тестов, можно сразу задать правильный вариант ответа, да, правильный ответ, определить сложность вопроса в баллах, вот 1 балл, 2 и так далее. Подсчет будет производиться автоматически, по итогам оформляются все возможные варианты отчетной документации. Так, следующее, что я хотела бы вам напомнить, что дистанционное обучение производится при помощи информационно-телекоммуникационной сети, через которую учащиеся и учителя взаимодействуют друг с другом. Организацию образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий осуществляю с помощью следующих платформ. Первая, опять же, это онлайн-платформа Учи.ру. Здесь я с 5 классами проводила видеоуроки. Вот пример скопировала 2-3 декабря. Вот время, да, я планирую провести виртуальный урок на платформе Учи.ру. Дети все зарегистрированы там, конечно же. Они заходят на данную платформу, и у них в расписании этот урок запланирован. Они просто переходят, то есть в расписании нажимают на кнопку, и все, и заходят на урок. Вот. Во время урока чаще всего вот я вижу, да, вот я пример привела, что здесь есть, смотрите, доска,
также демонстрация экрана, но во время урока чаще всего я подключаю презентацию по определенной теме в формате PDF, чтобы видеть чат, не чат, а участников. Здесь вот список участников. Здесь, когда просто открываешь презентацию, то не видно ничего, ты видишь только свой экран. Поэтому удобнее всего это делать с помощью презентации в формате PDF. В некоторых случаях работаю с помощью чата. В видеоконференциях присутствует обратная связь. Ребенок может поднять руку, это мы видим здесь вот слева, давать устные ответы, использовать указку. Поэтому общение в рамках виртуального урока строить легко и удобно. Микрофон и камера на уроке работает только у того ученика, которого вызвал учитель. Только по одному можно нажимать на кнопочку, и ученика включается камера, звук, и он отвечает на урок. Отвечает на вопрос учителя. Это помогает соблюдать дисциплину, да. Но работы в парах и в группах так невозможно осуществить. Это первая, да, платформа. Вторая, это я использую групповой звонок ВКонтакте, но это уже более для старших классов, для 8-9 классов в этом году. Я использовала групповой звонок ВКонтакте. Нет ограничений по длительности звонка. Присоединиться к разговору можно даже анонимно, без профиля в соцсети. Доступна демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве, смартфоне, ноутбуке, причем устанавливать дополнительные приложения не приходится. Групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован ВКонтакте. Ссылкой с приглашением в звонок можно поделиться за пределами соцсети. Если у собеседника нет профиля ВКонтакте или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать свое имя. Каждому в разговоре доступна демонстрация экрана. Также здесь, возможно, есть функция «поднять руку», чтобы ему передали слово. Также обмениваться файлами и фиксировать ход встречи. Здесь предусмотрен чат, в него автоматически добавляются все собеседники. Это вот пример моих видеоуроков, я сделала скриншот. Вот видите, образуется такой чат, и вы видите, присоединился к звонку по ссылке. Также переписка вся сохраняется, и после звонка все материалы сообщения останутся доступны. А обсуждение можно будет продолжать в любое время. Также можно сделать трансляцию звонка, что я всегда и делала. То есть ваш урок, ваша запись урока сохраняется. Если, например, ученик пропустил по какой-либо причине урок, он всегда сможет обратиться к данной записи. Или если ученик что-то пропустил, не успел записать, он может пересмотреть и восполнить какие-то пробелы, например. Для математиков есть определенные трудности, необходимо делать много записей на доске, подчас довольно трудоемких. Этот процесс невозможно заменить готовыми презентациями, потому что при поиске решения задач необходимо показывать именно процесс поиска. Также ученикам тоже необходимо записывать решения. На данный момент есть инструменты, которые в некоторой степени решают эти проблемы. Их немало, но я только один рассмотрю. Я покажу вам на примере Google Jamboard. Это интерактивная онлайн-доска, позволяющая дистанционно работать в режиме реального времени большому количеству участников. Необходимым условием использования данной доски является наличие аккаунта в Google и у вас, и у ваших учащихся. Если его нет, необходимо обязательно зарегистрироваться. После регистрации сервис становится доступным. Существует ограниченность, конечно, площади доски, но можно создавать вот несколько фреймов в рамках одного джем-файла. Да? Также можно добавлять изображения, печатать текст, ну и так далее, как и на обычных онлайн-досках. Эти приложения, конечно, не разрабатывались специально для учителей математики и преследовали другие цели, поэтому понятен ограниченный функционал, часто не подходящий для учебных задач. Ну, наверное, хотелось бы подвести итог всего этого. Внедрение информационных технологий в обучение – это, конечно же, не а необходимость сегодняшнего дня. Их использование приучает ученика к условиям информационной среды, способствует повышению у школьников информационной культуры. Дистанционные уроки дают возможность учащимся совершенствовать, пополнять свои знания, подняться в своем личностном развитии. При этом главная задача учителя не просто дать детям определенный объем материала, программы, а организовать такую деятельность учащихся, которая научит их самостоятельно добывать знания и закреплять их на практике. Подводя итог, конечно, стоит отметить, что
дистанционное обучение, как один из современных видов обучения, имеет полное право на существование в системе образования наравне с традиционными формами обучения. Внедрение дистанционного обучения позволяет увеличить долю самостоятельной работы обучающихся и активизировать, развивать способность поиска, анализа и обобщения информации. Несмотря на все трудности дистанционного обучения, можно смело сказать, что мы все приобрели бесценный опыт, который будет работать на улучшение качества обучения наших учеников. А у меня все. Готова ответить на ваши вопросы. Ну, теперь можно и видео включить, чтобы мы вас Так, увидели. да, теперь можно включить. Коллеги, если есть вопросы? Если есть вопросы... Так, а что наша камера? Ну вот то, что Саша и сказал. У нас камера, по-моему, отвалилась, поэтому у нас камера не включается. Пока мы тут настраивали. Значит, себе пометил тут некоторые вещи по поводу видеть экран. Я обычно использую, то есть когда вы включаете презентацию на полный экран, да, совершенно правильно, вы не видите чат, не видите ничего. Но вот если в Teams использовать, то надо загружать презентацию в сам Teams, тогда будет все нормально. Я, как правило, использую еще второй компьютер, на котором включен. Ну вот и сейчас у нас включен второй компьютер, где мы как бы контролируем то, что у нас идет в эфир. Поэтому как бы одна из рекомендаций – это вот использовать какое-то второе устройство для этого. Ну и хочу напомнить еще всем пользователям об информационно-коммуникационной среде или платформе Сферум, которая внедряется в Российской Федерации. Sferum.ru образовательная организация должна зарегистрироваться. Зарегистрироваться должен администратор, его должны зарегистрировать именно в Сферуме, и потом есть возможность подключать уже учителей, учеников. В 15 регионах, согласно постановлению правительства Российской Федерации, там, где идет апробация информационной образовательной среды, это уже в обязательном порядке. Ну, Республика Коми как бы тоже включена в этот проект, в таком рекомендательном. Хотя уже многие несколько школ Усинска активно ее используют, и мы на январь планируем семинар из опыта работы на платформе Сферум. Да, есть некоторые там нюансы, глючит, что-то там подглючивает иногда, но тем не менее это полностью российский продукт, совместное производство ВК Групп и Ростелеком, поэтому те школы, которые еще не зарегистрировались, рекомендую принять в этом участие, регистрироваться и использовать. Спасибо большое, Анастасия Валерьевна. Коллеги, на этом, в общем-то, мы заканчиваем сегодняшнее наше собрание. И всем удачи, всем удачного вечера, удачных выходных, успехов в деле обучения и воспитания наших учеников. Спасибо всем за внимание. До новых И вам встреч. спасибо, Вячеслав Алексеевич. Да, кто еще, может быть, кто-то хочет включить камеру, включить микрофон, высказать свои пожелания, слова благодарности Эльвире Михайловне за содержательное выступление по поводу ВГОС. Так, это кто у нас подключился? Да, мы вас видим. Рейлева Илона. Но звук что-то вы не включили, наверное. У меня тут ребята, поэтому. У вас там дети, да? Ну, мы вас слышим. Я тоже вижу, слышу. Спасибо вам большое. Вы откуда? Щелья-Бош, Усинск. Даже у нас сельские школы уже подключаются и нормально общаются по системе. Да, уже не первый раз. Ну, насколько мы знаем, там у вас неплохой интернет сейчас, насколько я слышал. Ага. Волокно, по-моему. Ладненько, удачи, всего вам хорошего.
Спасибо, вам тоже. С наступающим Новым годом. Наступающим Новым годом всех, да. Так, еще кто-то хотел выступить? Все, да? Коллеги, всего доброго, всем до свидания, до новых встреч. Саш, у нас так и... Ой,